В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Глава Якутии принял участие в открытии памятника строителям БАМа в Тынде. С приходом железной дороги связано рождение города Нерюнгри и других населенных пунктов Якутии. И снова о мошенниках. С начала июля в республике зарегистрировано 46 преступлений. Общая сумма похищенных средств составляет свыше 26 миллионов рублей. День Петра и Февронии Муромских. Сегодня в стране отмечается День семьи, любви и верности. Золотые семейные пары, новобрачные, общественные и трудовые коллективы. В Якутске состоялось торжественное шествие. Самой зрелищной частью парада стали семьи, участвующие в конкурсе креативного украшения колясок. Материнский капитал как ключевой инструмент. Отделение социального фонда по Якутии продолжает радовать молодые семьи мерами поддержки. Глава республики принял участие в торжественном открытии памятника строителей БАМа в городе Тында. Монумент стал подарком от РЖД к 50-летнему юбилею магистрали. Скульптура появилась в Тынде благодаря конкурсу на проектирование лучшей концепции мемориала создателям Байкало-Амурской магистрали. Жюри приняло решение использовать идеи всех финалистов, которые продолжили работу над проектами. Также в 50-летний юбилей БАМа в Тынде состоялась символическая стыковка железнодорожных составов. Этот год ознаменован в России золотым юбилеем, 50-летием легендарной стройки века Байкало-Амурской магистрали. В республике пройдет ряд праздничных мероприятий, одно из которых состоялось в Центре культуры имени Гагарина. Подробности далее. Воздавая дань уважения и признательности трудовому подвигу бамовцев, многие из которых продолжили трудовую биографию на Аяме, компания «Железные дороги Якутии» организовывает и проводит ряд мероприятий, посвященных им. Вот уже прошло 50 лет, как начали строить БАМ. Ну, одно время как-то было, называли БАМ «Дорога в никуда». Ну а сейчас БАМ стал востребованный. Центр культуры имени Гагарина города Якутска заполнен почетными гостями, ветеранами отрядов «Якутский комсомолец» и «Юность Якутии», ветеранами организаций транспортного строительства. Железные дороги Якутии – это уже на слуху у каждого якутянина и, наверное, жителя дальневосточных регионов и всей нашей необъятной России. Ставится задача строительной железной дороги Нижний Пестях-Магадан. Строительство БАМа имеет свое продолжение сегодня. Все, что сделали строители магистрали, было крайне необходимо для нашей страны и ее экономики. Невозможно представить динамичное развитие Южной Якутии без малого БАМа. Все награжденные вложили в это дело свою частичку. 50 лет тому назад, в мае месяце, мы поехали, первые посланцы головного якутского отряда, приехали в Тынду, ну и начался наш трудовой путь. Юность Якутии, уруй! Все абсолютно жили нами. Ну и сейчас наш отряд тоже существует, и мы ежегодно отмечаем день рождения нашего отряда. Мы всегда вместе. И до сих пор наша комсомольская, бамовская дружба сохранилась. Подхватит эстафету мероприятий город Алдан. Затем 6 июля со станции Нижний Пестях в Тынду, сердце БАМа, отправится юбилейный поезд с остановками на станциях Томмот, Алдан, Нерюнгри. Любовь Васильева, Анатолий Гоголев, Якутск. Министерством образования республики продолжается работа по оказанию мер поддержки участникам спецоперации, в частности их детям. В этом году, 16 апреля, вышел новый указ главы Якутии об отдыхе детей из семей участников СВО за пределами республики. Более 160 детей уже смогли отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Созвездие» Краснодарского края. 24 июня вылетела вторая смена детей участников СВО из 16 районов. Они вернутся домой 13 июля. Всего планируется охватить отдыхом за пределами республики в Краснодарском крае около 900 детей в 6 смен. Мы в этом году при поддержке Министерства транспорта республики мы организовали чартерные рейсы. Это у нас примерно по 160 детей чартер вылетает в Краснодарский край. Кроме этого, у нас, как я уже сказала, во всех муниципальных образованиях, во всех
значит, летних лагерях у нас тоже задействованы дети участников специальной военной операции. На сегодня у нас на базе республиканского, значит, лагеря Сосновый Бор тоже идут смены, в которых тоже у нас есть представители из всех муниципалитетов республики. В Зырянке подтопило взлетно-посадочную полосу аэропорта из-за подъема уровня воды на Колыме. Как сообщает МЧС по Якутии, в ближайшие сутки ожидается дальнейший рост уровня воды. Принято решение по ограничению работы аэропорта поселка Зырянка по приему и отправке воздушных судов типа Ан-24 и Ан-26. Аэропорт открыт для приема вертолетной техники. Стыковочные рейсы, если ситуация не изменится, будут организованы 9 июля через Среднеколымск. 9-11 июля в Заречных Улусах будут вводиться временные ограничения электроснабжения потребителей в Амгинском, Чурапчинском, Татинском, Тампонском и Усть-Майском районах. Для обеспечения электроэнергии будут введены в работу резервные дизельные электростанции Чурапча, Итыкёль, Хандыга, Усть-Мая, Эльдикан, Солнечный и Амга. Во время оперативных переключений будут производиться кратковременные ограничения подачи напряжения. В Якутске от газоснабжения отключены 202 многоквартирных дома без договоров техобслуживания. Глава города Евгений Григорьев поручил усилить работу с управляющими компаниями, которые создают проблемы жильцам. Больше всего отключенных от газоснабжения домов у управляющей компании «Прометей» – 53. На сегодня с управляющей компанией достигнута договоренность о прохождении техобслуживания и заключении договоров, уточнил представитель Сахатранснефтегаза. За неделю газоснабжение возобновили в 29 многоквартирных домах, в том числе подачу газа восстановили в 5 из 15 отключенных домов управляющей компании «Арсенал Плюс». По данным Сахатранснефтегаза, в ближайшие дни должны подключить к газу еще 11 домов. Правительство увеличило размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции. Так, субсидия увеличена с 200 до 600 миллионов рублей. Программа льготного кредитования была запущена в 2018 году для обеспечения таких предприятий долгосрочным финансированием в рамках диверсификации производства. Минимальный размер кредита составляет 500 миллионов рублей, ставка от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 миллиарда рублей. Превратить мечту в успешный бизнес – это искусство, где страсть встречается с возможностями. Открывая дверь в мир предпринимательства, социальный контракт становится ключом к реализации амбиций в любимом деле. Как работает финансовая помощь и сопровождение специалистов на практике в Мирнинском районе, расскажем в следующем сюжете. Разноцветная сахарная вата, молочные коктейли и тайское мороженое с холодной плиты – все эти сладости Марина Макаева делает сама. Девушка – фея для мирнинских сладкоежек. Еженедельно порцию глюкозы получают десятки посетителей кондитерской лавки. Открыть ее – давняя мечта Марины, предприниматель, любитель оригинальных рецептов. Промониторив в городе, вообще, что у нас есть на данный момент, я поняла, что нет у нас ролл-мороженого, оно же называется тайское мороженое, что это необычный продукт. Ролл-мороженое привлекает своей необычной подачей, то есть готовится на глазах у покупателя из свежих ингредиентов. Также оно необычно вкусное, и мало знакомый еще кому продукт, а новое, в принципе, все привлекает. Марина переживала, вдруг сладкий бизнес не окупится. Однако преодолеть сомнения помог социальный контракт. 2 года назад Мирнинка разработала бизнес-план, прошла обучение и получила деньги на открытие дела – 350 тысяч рублей. Приятные моменты летом дарит не только мороженое, но и отпуск. А к отпуску нужно готовиться особенно тщательно от головы до кончиков пальцев. Одна из тех, кто придает эстетический вид мужским и женским ногам, Карина Петренко. Однако глобальная миссия мастера – избавить людей от стержневых мозолей, глубоких трещин, деформированных ногтей, которые приносят боль и дискомфорт. В этом деле важны подологические знания, легкие руки и, конечно, оборудование. Я смогла приобрести такое оборудование, как вытяжка Фобланк. Она помогает не распылять во время педикюра в воздух пыль. Еще вот такой вот аппарат. У него уже вытяжка идет в ручке. Очень хорошая штука, особенно если я планирую выезды на дом. Мирнинский район поддержал Карину Петренко, выделив 500 000 рублей.
Специалист закупила вытяжку, лампу Вуда, которая показывает, есть ли на ногах грибок или проблемы иного характера. Больше всего это подростки, потому что у них начинается как раз в период становления гормонального фона, вырастание ноготочков. И вторая – это возрастные люди, потому что практически у всех пожилых людей 70+, начинаются грибковые инфекции. За последние 2 года 51 житель района заключил контракт с Мирнинским управлением социальной защиты населения Алмазного региона. На развитие дела людям дают до 500 тысяч рублей. Мера поддержки доступна ограниченному кругу людей. Социальный контракт может заключить малоимущий гражданин, одиноко проживающий, или малоимущая семья, доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного на душу населения в Республике Саха-Якутия. Чтобы заключить соцконтракт, будущему предпринимателю нужно заполнить заявку на госуслугах или же обратиться к специалистам «Мои документы», в администрацию по месту жительства или управление соцзащиты. Документы рассмотрят в течение 10 дней. Уже после – тестирование на компетентность и выплата. В управлении соцзащиты надеются, такая мера позволит открыть малый бизнес большему количеству граждан. Мария Панферова, Илья Шикуля, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край». С начала июля в республике зарегистрировано 46 преступлений. За прошедшую неделю от преступных действий мошенников пострадали 20 жителей республики. Общая сумма похищенных средств составила свыше 26 миллионов рублей. Жертвами мошенников стали представители разных профессий, а также безработные граждане. По схеме звонок сотрудников Центробанка, ФСБ и МВД 9 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 12,5 миллионов рублей. По предложениям о заработке на псевдоинвестициях общая сумма потерь 6 лиц превысила 10,5 миллионов рублей, и почти 2 миллиона рублей переведено одним потерпевшим по звонку оператора сотовой связи. Жертвами мошенников стали 2 работника медицины, 2 пенсионера, 2 безработных, 3 охранника, преподаватель среднего учебного заведения, предприниматель, водитель, специалист соцучреждения и другие. По схеме звонок сотрудников Центрального банка России, ФСБ и МВД 9 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 12 миллионов рублей. По предложениям о заработке на инвестициях общая сумма потерь 6 лиц превысила 10 миллионов рублей. 1,9 миллионов рублей переведено одним потерпевшим по звонку оператора сотовой связи. Также потеря средств зарегистрирована по схемам звонок сотрудника госуслуг, оформление кредита, купля-продажа через сайты объявлений, получение бонусов в Telegram. День открытых дверей для населения республики по вопросам социальной поддержки граждан провел Фонд пенсионного и социального страхования. Встреча прошла в Республиканской национальной библиотеке. Ее приурочили ко Дню семьи, любви и верности. О том, на какие вопросы ответили специалисты, расскажет Марфирина Алексеева. На встрече специалисты рассказали, а затем проконсультировали граждан по изменению федерального материнского капитала в текущем году, а также компенсации проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера. Раньше не предусмотрено было, если место отдыха находилось, допустим, за границей, да, если человек приходил, обращался с билетами там, с Москвы до Еревана, например, да, вот мы отказывали полностью по таким. Сейчас в данный момент половину пути, то есть до границы Российской Федерации теперь оплачивается на основании справок. У нас есть пенсионеры-путешественники, да, которые передвигаются на своем личном автотранспорте. Да. Сейчас уже они могут обратиться как бы за талонами до Владивостока, либо за свой счет до Владивостока они там долетели на авиа, а потом уже обратно вернулись на автомобильном своем личном автотранспорте, который мы уже будем оплачивать, исходя вот из норм нового постановления. Да. Распространенные вопросы от граждан касаются предоставления единого пособия, расчета листков нетрудоспособности и пенсионного обеспечения. Размер страховой пенсии гражданину можно посмотреть через личный кабинет на сайте Фонда пенсионного и социального страхования. Там расположен калькулятор размера расчета. Также в личном кабинете можно заказать выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, где можно увидеть те страховые взносы, которые были уплачены работодателем гражданину. Об других актуальных новшествах государственного пенсионного обеспечения граждане могут узнать на сайте Социального фонда России, который предоставляет гражданам и организациям страны доступ к системе пенсионного обеспечения, а также консультационную поддержку в вопросах начисления или выплаты пенсии. Марфирина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск.
Также в День семьи, любви и верности юные якутяне получили свои первые паспорта. Торжественное вручение состоялось в окружной администрации города. Около 20 школьников под гимн страны и республики, получив важнейший документ в их жизни, поделились своими планами на будущее. С получением паспорта дети могут зарегистрироваться на портале госуслуг и оформить пушкинскую карту. Напомню, что подобные мероприятия проводятся ежемесячно к датам государственных праздников. Хочу пока что доучиться до 11 классов. Ну и стать отличником и выучиться на переводчика. Это моя мечта. И чувствую ли я себя взрослым? Ну да, наверное, чувствую себя взрослым, ведь я старший ребенок в семье. Практически все обязанности на мне. Семейные традиции и семейная ценность. В столице республики в рамках праздника прошло огромное количество мероприятий на эту тему. Семейные фестивали, мастер-классы, конкурсы и выставки. Продолжит тему Тимур Колмогоров. Семейные пары в свадебных нарядах, молодые мамы, многодетные приемные семьи, золотые семейные пары национальной общины. Все они, собранные одним праздником, приняли свое участие в массовом шествии семей Якутии. Его главным украшением, несомненно, стал парад тематически украшенных колясок. У нас получилось все просто спонтанно. Во-первых, мы подали заявку практически одни из самых последних. А макет у нас просто пошел за счет того, что, у нас 90-летие Гагарина. Поэтому, в принципе, даже просто мыслей других не было. Вот ракета, она пошла сама по себе. Среди участников как шествия, так и фестиваля были и те, кто заключил официальные узы брака совсем недавно. Они первыми шли в параде, представляя как самое молодое поколение, так и самую молодую семью. Большой срок совместной жизни. Мы не сильно большой, 3 года живем вместе. По идее, давно уже хотели. Я предложение сделал очень давно уже. Давно хотели, накопили деньги. Решились. Те, кто давно уже женились, для них это, наверное, как событие такое, знаменательное, память. Сохранение мира и гармонии в браке – труд каждого из пары. Семейная жизнь является испытанием уже не просто чувств, но отношения людей не только друг к другу, но и к жизни, к построению планов на будущее, изменения. Федот и Надежда Максимовы в браке вот уже 51 год. Они поделились тем, как сохранить брак и отношения со своей второй половинкой. Чтобы жить долго и дружно, в тесном контакте, значит, надо, первые годы особенно надо уступить, найти какие-то такие варианты, чтобы не было между нами интриги и прочее. Я бы так и советовал молодым. Доброжелательное отношение людям. Хорошие, натурально желательно. Дорогие друзья, вы только и занятия любимым делом. Всего на площади собралось около 1500 человек. Как родители, так и их детей ожидали различные игры и семейные тематические конкурсы. Главным торжеством мероприятий было награждение семей в таких номинациях, как «За любовь и верность» и «Семейную доблесть». Буквально сегодня мы вручили награды общественного признания за любовь и верность. Эта награда стала очень в последнее время популярной среди наших семей, потому что она вручается семьям, которые прожили больше 25 лет совместной, дружной, крепкой жизни, воспитали достойных сыновей и дочерей. И вы сегодня видели, как на эту сцену поднимались наши достойнейшие пары с районов республики, с города Якутска. Семейный праздник, День семьи, любви и верности важен для каждого человека, ведь это не только праздник супружеской пары, но и их детей. Это повод провести это время вместе в кругу любящей и крепкой семьи. Тимур Колмогоров, Айлита Махно, Якутск. В Якутске состоится подведение итогов и финальная часть 4-го республиканского конкурса рукодельниц по пошиву военизированной одежды для участников спецоперации. В конкурсе принимают участие команды швей, созданные на добровольной основе в районах республики. Так, например, из цеха в Якутске одели более 700 бойцов, из Кобяйского района более 60, из Мегино-Кангаласского более 100. Во время конкурса швеи обменяются опытом работы, расширят творческие и деловые связи.
они своим сердцем, своими теплыми руками шьют эту одежду. И сегодня для ребят, те, которые сегодня в зоне специальной военной операции, очень помогают. И они передают этой одеждой свое тепло. Думаю, что дальше и будем продолжать именно проводить вот такие конкурсы и дальше. Материнский капитал, как ключевой инструмент отделения социального фонда по Якутии, продолжает радовать молодые семьи мерами поддержки. Сегодня для многих этот день стал радостнее вдвойне. В этом убедилась и наш корреспондент Дарья Короленкова. Счастье, благополучие, любовь и взаимопонимание. Именно такие слова имеют значение в крепкой и дружной семье. В условиях современного общества государственная поддержка молодых семей становится все более важной. Так, Николай Никулин сегодня впервые получил материнский капитал в размере 630 тысяч рублей за рождение своего первого малыша. Я безумно рад. Я не знаю, как происходит это в других странах, но мне кажется, то, что это очень отличная возможность для того, чтобы сделать старт для молодой семьи. Это очень важно, потому что жилье на данный момент, в жилье нуждаются очень многие люди, и это очень большая помощь от государства, и мы очень рады. Жена, ну и в будущем ребенок в любом случае будет этому рад. Всего с начала этого года получили сертификат более 1500 семей. Помимо материнского капитала существует множество других программ и инициатив, направленных на улучшение условий жизни семей, которые молодые мамы и папы могут оформить, подав заявление электронно через портал госуслуг. Выплачиваем пособие женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности, уже больничный лист по беременности и родам, единовременная выплата при рождении ребенка, также материнский семейный капитал при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, затем у нас единое пособие на детей до 17 лет включительно, пособие для детей военнослужащих. Вот, у нас очень большой спектр. В торжественный день социальный фонд не только вручил сертификаты, но и порадовал жителей приятными комплиментами. Всем посетителям клиентской службы подарили ромашки с пожеланиями. Я вот получила очень такой интересный сюрприз, да, в виде ромашек у сектора, да, в котором вот пожелание написано: пусть ярким будет каждый день, пусть будут счастливы кругом. Семья является основой социальной структуры, источником поддержки, любви и воспитания. И государственная поддержка молодых семей, включая материнский капитал, играет ключевую роль в укреплении института семьи и улучшении качества жизни граждан. Дарья Короленкова, Аэлита Махно, Якутск. В Алдане на базе спортивной школы Олимпийского резерва завершился 3-й сезон лагеря для старшего поколения «Серебряные каникулы». В этом году лагерь принял 90 пенсионеров из 20 районов республики. Как провели время те, кому за 60, узнал Руслан Павлов. 3-й сезон в лагере «Серебряные каникулы» завершен. Прошел он в Алдане на ноте позитива и неимоверной энергии пожилых людей, которой можно только позавидовать. Этой энергии нам, молодым, можно только позавидовать, потому что энергия льется через край. Очень было приятно с ними работать. Все классные, вообще со всеми было очень приятно работать. В этом году лагерь собрал на алданской земле почти 100 людей в возрасте 60+ из 20 районов Якутии. За 7 дней, проведенных вместе, бабушки и дедушки наслаждались общением, свежим воздухом и занятиями, которые им приготовили организаторы. Мы здесь не только, как говорят, 4-разовое питание. Мы здесь занимались мастером-класс. Мы занимались здесь йогой. Мы ходили на зарядку в 7 утра. Старались во все, какие только есть мероприятия, во всех участвовать, несмотря на то, что у многих давление. Среди них наших ветеранов есть те, которым 88 лет, вот через 2 дня будет. А есть те, которые чуть-чуть помоложе. Известный в Якутии фотожурналист Валерий Стефанский ни на минуту не расставался со своим фотоаппаратом. Он фиксировал всех и вся для публикаций на республиканских сайтах и в блогах. Серебряные каникулы – это, конечно,
подарок в жизни для людей, которые давно не общались между собой. А сейчас, когда уже целую неделю мы общаемся, это просто подарок в жизни. Тем более, когда встречаешь таких людей, когда кого-то знаешь 50 лет, кого-то 20, кого-то 3 дня. И вот это вот счастье, которое привалило нам вот в наши работящие руки, это всегда освежает, это всегда радует, и это всегда очень хорошее впечатление оставляет в нашей душе. Говорят, что лучший отдых – это смена занятий. В данном случае их было много, а участники «Серебряных каникул» приобрели массу впечатлений, знакомств и, конечно же, здоровья, упакованного в положительную энергию, которая буквально аурой светилась вокруг. Руслан Павлов, Алдан. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.